семье 14-летнего жителя Назрани праздник чуть не обратился в похороны. В понедельник в 2 часа дня юноша переходил дорогу по улице Гражданская. На высокой скорости машина ВАЗ-21114 наехала на школьника. Однако обращаться в скорую помощь водитель не стал. Решив не утруждать себя лишними звонками, он просто скрылся с места преступления, оставив ребенка на дороге. Мальчик с переломом левой руки госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы. Мероприятия по розыску и задержанию, привлечению к ответственности скрывшегося водителя продолжаются. План перехвата введен на территории всей республики. Поиски преступника продолжаются. Впрочем, это далеко не единственный случай ДТП за последние 3 дня. В Карабулаке накануне также произошла авария. Сейчас пострадавшие доставлены в республиканскую клиническую больницу. Вчерашнем ДТП, дорожно-транспортном происшествии, при столкновении автомобиля пострадали 2 больных. Это было поздним вечером, 22 часам. Один из них, Мержоев, 1982 года, получил ущиб головного мозга тяжелой степени, находится в реанимационном зале. У нас состояние его тяжелое. По информации, которую нам предоставили в госавтоинспекции, за первые 2 дня было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. 15 человек получили травмы, в том числе 6 детей. Пользователи социальных сетей активно выкладывают фото и видеоматериалы с места аварии. Третий день праздника также не стал исключением. 15-летняя Джамиля Ажигова была доставлена в реанимационное отделение с ушибом головного мозга, переломами и смещением костей. Сейчас девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Оперативная сводка дорожно-транспортных происшествий приходит буквально со всех районов республики. Сколько ни пытайся достучаться до сознания водителей и пешеходов, соблюдать правила дорожного движения, из года в год картина на дорогах повторяется. Амина Бокова, Ахмед Парчиев, Новости 24.